Система противопожарной защиты уж меняет. Исправление. Осмотры в школе сотрудники управления МЧС по Ингушетии начинают с системы пожарной безопасности. В этом помещении находятся щиты, на которых можно увидеть состояние образовательного учреждения. В каждом кабинете и коридорах установлены датчики, которые при пожаре моментально передают сигнал на пульт управления. Пока горит зеленый цвет, все нормально. В случае срабатывания сигнализации здесь программа датчиков сразу передается в пожарную часть. Без телефонного звонка, без ничего, подается, и они выезжают. Проверили исправность пожарной сигнализации, нажав тревожную кнопку. Результат положительный. Представители МЧС осматривают буквально все. Это план эвакуации, запасные выходы, наличие водоемов. Как выяснилось, в школе 5 пожарных выходов на первом этаже, 3 щита с огнетушителями, еще 1 на улице. Вопросы у МЧС возникли по плану эвакуации и документам, которые уже устарели. На устранение выявленных нарушений дается время. Мы сейчас с вами где находимся? Где расположен план эвакуации? Мы вот здесь вот находимся. Мы здесь вот. Вот если вы здесь находитесь, необходимо указать обозначение. Черную точку, что вы находитесь здесь. По каждому замечанию на месте проводятся профилактические беседы. До 1 сентября есть еще время устранить нарушения. Госпожа очень насчет этого строгий Назранир. Работаем над тем, чтобы недочетов не было, однако же выявлять мудрей, господин, но мы их устраняем. Такие надзорно-профилактические осмотры школ будут проводиться сотрудниками МЧС вплоть до начала учебного года. Естественно, у нас охвачена школа города Назран, Назранского района. Кроме того, некоторые образовательные учреждения задействованы к дню единого голосования, избирательный час задействованы. И мы буквально на прошлой неделе проводили осмотр, то есть задействованы и информации, где имеется нарушение, направлено в прокуратуру. Все мероприятия, которые для обеспечения пожарной безопасности, которые могут быть какие-то последствия, мы делаем замечания для устранения их. А уже с 1 по 10 сентября начнутся практические тренировки по отработке плана эвакуации в случае пожара, а также занятия по пожарной безопасности со школьниками. Муслим Ганиев, Султан Магушков, Новости 24.